Я вернулась. Наконец-то я дома. Мои дети со мной. В жизни каждого человека случаются трудные моменты, когда рушится все, и ты не в силах ничего изменить. Я сама не могла понять, какая сила столкнула меня с этой женщиной, с ней, с моей Мадонной. В плановом количестве человек В этот момент я чувствовала полное бессилие перед ней и почти потеряла веру в справедливость. Организаций согласно приказам МСРФ номер 100. Сейчас я спрашиваю у себя, а был ли у меня выбор? Могла ли я отказаться от нее такой проблемной в самом начале, или все-таки надо было идти до конца, чтобы как-то спасти ее и ее ребенка? Для нас, врачей, все больные одинаковые. Мы не делим наших пациентов на хороших и плохих, богатых и бедных. Мы относимся ко всем с любовью и уважением, так как любая жизнь бесценна. И когда в наших силах продлить ее хотя бы на день, мы будем помогать без каких-либо колебаний. Мои коллеги ежедневно совершают подвиги. Если операция действительно прошла удачно и получилось все задуманное, тогда чувствуешь себя человеком. И наоборот, при неудаче хочется себя растоптать. Самое страшное – потерять пациента. Каждый раз умираешь с ним. Каждый раз принимаешь близко к сердцу человеческую боль. Классно по тебе. Классно! Город наш маленький, все знаем друг друга. Александра Швец переехала в наши края сравнительно недавно. Раньше она проживала в поселке Вахтовиков. Даже будучи беременной, она часто выпивала. Когда у нее стал заметен живот, к нам в больницу поступил сигнал. Надо было ее поставить на учет, контролировать развитие плода. Был назначен патронаж. Моя коллега, врач-гинеколог, не раз ходила к ней домой. Поражало то, что эта женщина сознательно убивала себя и своего младенца. Кто там стучит? Александра Олеговна, здравствуйте. Это акушерка женской консультации. Что ты ходишь сюда? Чего тебе надо? На учет надо стать, вам же рожать уже скоро. Пошла, поняла? Я сама знаю, как мне надо, что? Пошла, Распутный образ этой женщины наложил отпечаток на ее восприятие происходящего. Но удивительно то, что во время суда, когда читали мою историю, люди приняли странную позицию выжидания. А она была счастлива от того, что выходила в этой истории победителем. Слушай, а давай за эту звезду на букву П. Челомырская ты наша красавица. Давай. Молодь, жука. Ой, ты наша кот. А что такое, а? Ты посмотри, а? Нет, вот это же, это грех не воспользоваться, да? Алло, скорая, срочно бригаду в поселок Вахтовиков. Здесь женщине очень плохо. Мы не знаем, она жива или нет, но ее сильно избили и выкинули со второго этажа. И, по всей видимости, она беременна и истекает кровью.
Я тогда не знала, как сложится судьба моей Мадонны. Врачи приложили все усилия. Несмотря на ее сильное алкогольное опьянение и крайне тяжелое состояние, моим коллегам удалось спасти мать и ребенка. Казалось бы, хороший итог. Но родился очень слабый ребенок. Уже потом ему поставили диагноз ДЦП. У Александры вдруг проснулись материнские чувства. Она стала понимать, что ради этого маленького человечка, искалеченного ею же в ее же утробе, стоит жить. Было жалко малыша, потому что у него был шанс родиться здоровым, если бы не мать, которая беспробудно пила. Я ходила к ним домой, чтобы следить за здоровьем мальчика. Александра все чаще и чаще стала обвинять врачей и меня в том, что у нее родился ребенок-инвалид. Ну давай, мой хороший. Как Ванечка себя чувствует, как кушает, спит? Мы себя хорошо чувствуем. Кушает нормально. Давай, мой дорогой, за тетю доктора. Нужно сдать анализы, пройти МРТ. Я не хочу проходить МРТ. Я не хочу подвергать ребенка дополнительному облучению. Но это что так не видно, что он болен? Но это обязательная процедура. Раньше надо было думать о обязательных процедурах. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить.